Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто о вас постоянно думает, кто о вас мечтает? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. Так, здесь не один человек вышел, либо все вместе они о вас думают, мечтают, представляют. То ли у одних отыграется один, у других другой. Смотрите, первый человек, который здесь показан, он сидит как будто бы на Луне, на полумесяце. Этот мужчина, он одинок, чрезмерно одинок, безумно одинок, страдает от тотального одиночества. Жизнь абсолютно пустая. Знаете, вот тот редкий случай, когда либо один как перст, либо ничего больше не интересует, человек сам сознательно уходит в отшельничество, в одиночество и оплакивает свою несчастную судьбу. Очень одинокий человек. Человек, который имел шанс, либо имел возможность быть с вами парой, семьей. Возможно, вы и были с ним парой, семьей, но он как будто бы сам своими руками все разрушил. Теперь находится в этом полном тотальном одиночестве. И вот как неприкаянный, понимаете, неприкаянный. У него мысли как белки прыгают. То он о хорошем думает, то о плохом. То он в хорошем вас представляет ракурсе, то в негативном. То есть и люблю, и ненавижу. Вот как-то так мне идет. И люблю, и ненавижу. С одной стороны, действительно, вы были важной частью, вы были важным человеком в его жизни. Да? Вот эта часть жизни, которая закончилась, она была самой лучшей у него. А с другой стороны, здесь и к вам какие-то претензии, какие-то обвинения. Человек, возможно, не сильно поменялся за то время, когда вы расстались. Все-таки какие-то негативные качества остались. Он винит вас в том, что вы сухая, что вы бессердечная, что вы за него не боролись, либо что вы его там не уговаривали, что вы к нему сама не вернулись, отвернулись. Да? Вот какие-то обвинения, как глупые, да, детские, я бы даже сказала. Взрослый мужчина как бы не должен так думать, и уж тем более женщину обвинять. А с другой стороны, вы его жизнь, вы его воздух, вы его кровь. То есть если вы его поманите, то он бросит все, и вот как верный пес он к вам прибежит. Видите, вот здесь показывают пса, который вот сидит, ждет команды. Это он. Он как ваш верный цепной пес, назовем это так. Очень хочется на любых условиях, на любых ваших условиях назад вернуться к вам в жизнь. Либо быть допущенным в ваш круг общения. Хотя бы в интернете с вами начать общаться. Здесь его просто накрывают. И Луной очень часто показывают заболевания ментального характера. Да? Человек может быть в депрессии, человек может пить как не в себя, потому что он в депрессии. В общем, нервное расстройство здесь налицо явно. Этот человек периодически даже по вам плачет. Плачет от того, что вас не хватает, и плачет от того, что ему обидно, он на вас злится. То есть такая биполярочка тут присутствует, легкая, может быть и не очень легкая. Но это явно человек, которого вы знаете, и человек с очень дурным характером, дурной характер, повадки дурные, агрессия иногда была у этого человека, может быть повсеместно. Человек, который никого и ничего кроме себя не признавал, не замечал, такой, знаете, эгоцентрист, человек-нарцисс, человек, который, я во всем прав, либо все должно быть по-моему, все должно быть так, как я сказал.
нехорошее у него было поведение, и отношения ваши с ним были очень драматичными. То есть много вы нехорошего пережили рядом с этим человеком. Расстались, и вы прям выдохнули, вам прям легче стало. Возможно, вы даже от него бежали, куда глаза глядят, лишь бы не видеть, лишь бы не слышать. То есть он такой мог довести вас. Как только он вас потерял, вот как будто бы небеса рухнули. Он такой: что? Как? Я один? Блин, что мне теперь делать? Он думает и хорошее, и плохое, вспоминает и хорошее, и плохое, мечтает и о хорошем, и о плохом. То есть быть с вами, да, быть счастливым и там чем-то вас наказать. Такие мысли. Но нездоровый человек. Нездоровый, мне кажется, что очень пьющий человек. Может быть, даже из-за того, что пьет, он на Луне сидит. Отгородился ото всех, ушел в отшельники. И вот у него там пьяные истерики случаются по поводу вас. Ну, явно какой-то бывший, причем бывший очень неудачный. Неудачный вариант. Как бы он там ни рисовал себя верного пса, я сомневаюсь в его верности, я сомневаюсь в его адекватности. И то, что вы с ним расстались, это как прям хорошее решение, либо для вас это удачный выход из очень тяжелых абьюзивных отношений. Вот. Назад возвращаться, ну нет, ни в коем случае. С таким человеком далеко не пойдешь. А его, видите, как небеса учат. Небеса. То есть то, что с ним сейчас происходит, называется трансформация. И только лишь от него зависит, сможет ли он до конца трансформироваться, либо так и сопьется, да, и сгинет. Так показано. У него сейчас как испытательный срок, либо как хождение по краю пропасти. Да? То есть от него зависит, упаду, либо выживу. Вот. Его лучше не трогать, с такими лучше не общаться. Дальше показывают еще одного человека с правой стороны. С этим человеком вы достаточно часто встречаетесь, общаетесь, время, возможно, вместе проводите, а может быть, вы вместе работаете. Человек очень веселый, такое красивое, доброе, открытое лицо, глаза улыбчивые, карего цвета у него глаза. И улыбка такая, знаете, вот как у ребенка. Ну, либо он смеяться умеет, как ребенок. Знаете, вот дети так громко, звонко смеются, и он так делает. У этого мужчины явно есть другая женщина, он с ней связан. Либо это какая-то официальная там невеста, гражданская жена, либо официальная жена. Но та другая женщина, она ему обуза, она его не радует. Этот мужчина, он медленно, но уверенно влюбляется в вас. Вот, знаете, как будто бы каждый день он в вас по чуть-чуть влюбляется. Все больше и больше. Любовь, она как бы накапливается в его сердце. Вы для этого мужчины хороши во всем. Как вы выглядите, как вы себя ведете, ваши интеллектуальные способности, ваше умение, в принципе, да, общаться, поддержать разговор, быть интересной. Опять же, внешние данные просто замечательные. Вы будоражите этого мужчину, вы его наполняете. Вот он вас увидел, у него как бы и день хорошо прошел. А если он вас не может увидеть, он очень нервничает, он переживать начинает, у него все из рук валится. Ну, давайте так, у одних отыграется, что вы подозреваете, что этот мужчина к вам неровно дышит, а у других отыграется, что вы с ним в романтических отношениях. Зная, что он не свободен, вы все равно с ним в романтических отношениях. Этот мужчина в последнее время очень много и часто думает о вас, но здесь больше, знаете, какие мысли? Рискнуть, да, поменять свою жизнь, там, уйти от той и другой женщины, перейти к вам, прийти к вам. Его немножко пугает, смущает, вернее, даже не пугает, а смущает ваше истинное к нему отношение. Ну, типа, нужен он вам или нет. Любите ли вы его или играете с ним? Согласитесь ли вы быть его женщиной, либо подальше его пошлете? Здесь какая-то прям неуверенность ощущается. Мечты о вас у него хорошие, очень положительные, потому что он мечтает именно о союзе с вами, чтобы, знаете, засыпать и просыпаться, чтобы вместе что-то делать, либо просто вместе сидеть, обниматься и молчать, там, на отдых вместе поехать, там, посидеть, просто покушать, да, в таком ключе. Хочется ему тактильности с вами, хочется единения душ и хочется вот одной жизни на двоих. Вот этого ему хочется. Об этом он мечтает, об этом он очень часто думает.
Но, видите, пока он не свободен, конечно, это будет тяжело воплотить. Но, опять же, все от вас зависит. Если вы дадите ему правильный и нужный знак, то я думаю, что здесь все получится. Ту другую женщину он откровенно не любит, он просто живет с ней из-за вежливости, либо по привычке, либо, как это правильно сказать, да, там, общим имуществом, детьми связан, да, вот как-то такое, знаете, никому не к сердцу, и это как обязанность, да, обязанность жить с той женщиной, хотя хочется жить именно с вами. Ну, думает о вас часто, представляет вас своей женщиной, своей женой, представляет, что вы вместе живете, что вы вот отдыхаете где-то вместе, что-то делаете вместе. Вот хочется с вами все делить напополам. Этот мужчина, он кажется мягким, но на самом деле у него стержень, дай Боже, такой прям, знаете, если решил, то решил. Либо если ему что-то надо, то надо, он добьется. Вот. Просто ему нужно понимать, ради чего он рискует. Да? Сейчас он может уйти от своей девушки, либо уйти от своей жены. Вы такая скажете: зачем ты мне такой, да? Я там другого люблю, да? Либо вы там с ним играете, как кошка с мышкой. И он такой: боже, рискнуть, не рискнуть, надо, не надо, делать, не делать. Постоянно как-то вам в глаза заглядывает. Вот когда вы общаетесь, он постоянно вам смотрит именно в глаза. Вот как будто бы надеется там увидеть большую любовь, да, там страсть увидеть. Вот надеждой смотрит в ваши глаза. Такой интересный. Интересный. Мне почему-то еще кажется, что у него лицо круглое. Либо он склонен к полноте. Да, может, у него животик круглый, может, он сам весь такой пухленький. Но симпатичный. Этот мужчина очень симпатичный. Добрые глаза и смех, как у ребенка. Звонкий смех мне идет. Любит посмеяться, любит пошутить. Такой вот прям приятный, мягкий. И еще, мои хорошие, одну фигуру показали. Но тут я даже не могу вам особо ничего рассказать. Единственное, что этот человек где-то в интернете вас наблюдает. В соцсетях, может быть, на сайте знакомств вы с ним познакомились, да, ну, либо, в принципе, он увидел вашу анкету. Этот человек к вам присматривается, он пытается придумать, какая вы, представить вас в жизни, представить. Здесь пока между вами нет связи, то есть никакого, я так понимаю, общения особого нет, либо не было личной встречи, не было личного общения. Здесь больше как виртуальная любовь мне идет. Его виртуальная любовь к вам, но любит он не конкретно вас, а скорее ваш виртуальный образ. Вот есть красивая картинка, да, на фотографии, и он там пытается представить, как это все вместе выглядит, да, как это выглядит в реальной жизни. Но эта виртуальная любовь, я так понимаю, виртуальной и останется, либо, по крайней мере, в ближайшем будущем все будет у вас именно в интернете происходить. Я не вижу вашего интереса, либо серьезного интереса этим мужчиной. Скорее вы как, либо от скуки с ним общаетесь, либо вы в принципе не общаетесь, он вас просто где-то нашел, нашел вашу фотографию, нашел ваш профиль. И вот потихонечку у вас влюбляется своей виртуальной любовью. Мужчина, я ничего не могу про него сказать, кроме того, что у него рыбий хвост. То есть мужчина, скорее всего, может выдавать себя не за того, кем является, либо даже пользоваться чужой аватаркой. То есть вот эта фотография аватара, это не его. Либо там вообще может быть какая-то картинка странная. То есть он себя не показывает, он прячется за рыбьим хвостом. То ли действительно потому, что это все в интернете происходит, то ли потому что общения как такового еще нет, да, либо что-то несерьезное происходит. Но думает о вас, мечтает, представляет. Хотелось бы с вами живой встретиться, увидеться. Ну и, конечно, бы хотелось с вами вот интимной близости. Вы его именно в интимном плане очень будоражите и зажигаете. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.